тоже ведь не пахнет. С этим уже сегодня сталкиваемся. Да, Тесла, ему ты пару хочешь? вопросов задать, да, Ахтар. Ни о чем вы говорите. Не, я просто хочу сначала понять. Вопрос, уже 10-й вопрос, Очень. и никакого там, ни тупика, ничего. Э, Сейчас я уже понял, как бы. Мы сегодня Весело. говорим, хорошо, эти страны не шариатские, они какие? Они сегодня заявляют, что они являются демократическими странами. не, Но сущность демократия это. оставляет желать лучшего. Ну, демократия Сущность арабских стран, она это. какая? Выборность президента, Сущность чистота это. судов, Подожди. правовая практика. С чем она демократическая страна? Никак. Авторитаризмная, диктатористическая страна. Сущность это. Подожди, ты ж только что на голубом глазу нам всем сообщил, что в шариате шариат допускает захват власти, то есть ту же самую диктатуру. Мы же все это слышали. И Не, ты сейчас не жалуешься, что на запрещает диктатуру... и не узаканивает. Вот это я вам скажу. Но Не запрещает шариат и и не диктатура, узаканивает. по-твоему, не мешает же, получается. Как и не мешает сменность тоже государства, правителю. Это уже от народа зависит, от курса. Не, подожди, сменность предполагает, что народ в любой момент может отказаться от шариата или христианина, или кого-то Нет. другого поставить. Они Подожди, могут сменить своего правителя за дай мне несправедливость. договорить. Дай мне договорить. Сменяемость власти народом означает, что народ выбирает. И они могут кефира выбрать, еврея, безбожника, атеиста, коммуниста, кого угодно. То есть, если ты им даешь в руки инструмент править, то никакого шариата не получается, потому что шариат ничего другого, кроме исламского, не допускает. Я же ясно выражаюсь? То есть демократия несовместима с Кроме шариатом. мусульманского правителя, и все. Почему они Честность это должны уже... мусульманского выбирать? Если ты им даешь выбор, у них выбор выбирать кого угодно. Если же ты их ограничил, их выбор, то все, там никакого выбора нету. То есть ты не можешь... Выбирать нельзя, это уже не будет шариат. Вот что вопрос. Да, вот это и есть. Вот когда ты не можешь выбрать, то там действует закон силы, а не шариат. То есть закон джунглей. Кто сильнее, это не шариат. Это не может быть шариатом, потому что в шариата вообще-то нет. Это под шариатом подразумевается некий уголовный кодекс систем наказаний, которые извлечены из религиозных текстов. Но государство существует не потому, что у него есть какая-то книжка, где написано, как наказывать людей за что-то. Государство существует, что там есть способ появления власти. То есть как только вот способ появления власти и есть государствообразующая система, а не какие-то уголовные кодексы, на буддизме они там основываются, на чем хочешь, на любой религии их можно основывать, но от этого государства у тебя не появится, потому что это вопрос власти. Мы в государстве решаем, у кого власть, у тебя или у меня, или у третьего. То есть и демократическая система, она вот ответила на этот вопрос. То есть народ выбирает. У тебя же вот в твоей, там пустота, там нету фундамента, там есть какая-то книжка, как наказывать. Тоже выбирает народ. Народ выбрал. Но опять-таки там не выбрать, установлено, какой Нет, вам властью жить. Там не установлено. Как может Никакого выбрать, текста не если найдете, не выберите ограничил? себе короля. Подождите. Вы не найдете ни одного текста, написано выберите себе короля, выберите себе председателя компартии, выберите себе там какого-то выборочного президента. Там такого момента нет. Это уже на вас лежит. Как Конечно. вы считаете, вы так выберете. Но это же власть будет решать, что такое шариат, кому голову рубить, кому не рубить. То есть это власть, это будет суды решать, а не власть. Ну как же так? Это не власть, это суды решают. Суды решают, не власть. Подожди, не решает никакие суды. Власть решает. Если власть у тебя... Власть решает... Смотрите, в каждом... Кто выбирает судей? В суде выбирает судебная система ученых. Кто их выбирает? Любой человек. Ученые выбирают. Ученые выдвигают кандидатуры, которые образованные. Кто не сами появляются, как грибы под дождем? Какой-то человек же их назначает? Ну, тот, кто им, значит, дает зарплату, тот и назначает. Нет, не дает зарплаты. Той самый диктатор, который захватил власть, он, выбирает? Ну, опять-таки говорю, если он захватил ее, опять-таки,
путем захвата. Он-то и делает. Но Но там не путем говорится, захвата не какой-то получается, человек потому что... иди по шариату Не, захвати власть. подожди. Ты такого текста не Путем найдешь. не захвата не получается, потому что народ может выбрать атеиста, может выбрать не такого шариатчика, суфиста, не знаю, каратиста, кого угодно. То есть, когда ты Нет. берешь в руки выбор, они могут через 5 лет другого выбрать, еще через 4 года другого выбрать, или импичмент делать Хорошо. третьего. Это демократия, это не, короче, здесь нету, тебе нечего там копать. Это Нет, демократия. это вы тут немножко путаете. Вы путаете выборочность народа с выбором курса государства. Ни Нет, один нет, народ не я не может выбрать путаю. курс государства, понимаете? Нет, Вы теперь подожди. все равно находитесь в демократической Курс стране, государства вы там не голосуете на выбирается. определенное количество кандидатов. Подождите, поправим. Кто их Вы в ограничивает? демократической стране голосуете за определенное количество Точно, кандидатов, вернись. выбранных по демократии. Правильно? Вы же не можете Нет, сказать, нет, давайте вернись. поставим коммунистический Вернись. строй. Вы этого не можете сделать. Вернись. И кто будет решать, какие кандидаты положено, не положено? Ты опять предварительно Шариатская власть система, выбрал. шариатская Какая система, система? которая выдвигает кандидатов. Кто будет эту систему имплементировать? Кто решает это? У вас не получается, кроме захвата ничего не получается. Как? Вы доказали, что не получается. Нет, А у вот вас как просто получится? Хорошо, у вас как получится? У вас как получится? на что народ решает? Кроме захвата. Вот у вас Нет, будет война, у нас народ войной решает. отделится Оставь государство, и что демократическую кто-то будет вооруженный, сильный, слушать вашу какое-то, собрание народа, что ли? Вы так хотите преподнести? Не, в демократии, если страна сумела власть скинуть и демократические выборы, то они, если они не сумели, то там диктатура будет. Но У вас система была есть. демократия? У А вас у была тебя, демократия? подожди. У тебя нету системы появления власти, даже хоть и выборы, чтобы провести, у тебя нету в шариате никакой системы. Есть. Как ты? Ну Есть. как? Давай расскажи нам, мы бы слушаем. Мы 3 года тут Так. пытаемся выцарапать и выдавить из этих заходящих людей в систему. Давай в шариате система появляется. Только по этапу. Ты говоришь вот так, и дай мне разбирать то, что ты говоришь, потому что ты пойдешь куда-то, и мы заплутаем. Давай первый твой тезис. Как в шариате появляется власть? Откуда? Появляется она из людей, достойных, представляющих свое племя, свой народ, свою семью. Стоп. Подожди. Достойный – это качество. Какой-то человек должен решить. Вот так, этот человек достойный, я ему позволяю. То есть я уже над ним, я уже его власть. У тебя этого нету пока. Как-то, смотрите, достойный по шариату, но из какого-то племени есть человек достойный, заслуживающий доверия, аксакал. Он представляет это племя. Стоп. Если там два человека аксакала достойных, которые считают, или 5. Ну, пускай выберут самого наилучшего. Нет, выборы это не полагается. У этого племени. Или поставим определенное количество с каждого племени в соответствии с его количеством. Например, какое-то племя всего 10 человек, они не могут всех 10 выставить, правильно? Нет, слушай, старика, люди... Подожди, подожди. Мы сейчас на месте это вырабатываем. Да. Люди это сволочи. Власть это миллионы долларов, а если большое государство, то миллиарды долларов. Никто тебе вот эту добровольно никому власть это кормушка. Туда будет у тебя не 10, а 500 человек или 1000, и они будут друг другом за эту власть конкурировать. То есть и у тебя нету там никаких вариантов, кроме выбора народа. Если есть, давай расскажи нам, только не рассказывай достойный. Достойный это просто, я считаю, например, тебя достойным, другой считает другого достойным, и тогда уже автоматически у тебя не получается это. И вообще даже, почему это я должен, да может я хочу быть халифом, короче, или он хочет быть халифом. То есть как мы разберемся, кто из нас будет халифом? Смотрите, когда вот ваше государство отделяется, приходят всякие этапы, бывают там наиболее такие сильные мира сего, да, такие акулы, сказать, этого положения в обществе, правильно? Которых представляют кланы, люди и толпы, да? Как у вас был там Басаев, там Масхадов, Яндарби, Басаев же не один ходил по улице, правильно? За ним толпа была, правильно? Стоп, закон джунглей, то есть кто сильнее, то сильные акулы, то есть хищники будут править, ты про это говоришь, так ведь? Все равно никуда не выкинешь, все равно никуда не выкинешь. На первое время. Ты рассказываешь нам про диктатуру и говоришь, что власть нельзя захватывать. И это же есть диктатура, захват власти.
А вы как... Я просто говорю, после отделения, после появления вот этих акул там, пускай вот они богатые, олигархские круги, да, там, военные круги, другие круги. Вы куда их собираетесь деть? Вот как вы их опустите на землю? Причем, допустим, в демократической системе, где народ вышел на баррикады и забрал власть в свои руки, каждый человек... Подождите, войной, после дай войны какой закончить, народ дай куда выйдет закончить. уставший, на какие баррикады? Вы о чем Дай говорите? закончить, дай закончить. Любой человек может это пойти и набрать подписи. То есть в демократической системе человек идет там по селам, говорит, будете, я хочу пойти вот туда-то, туда-то, во власть депутатом или президентом, или голосуйте за меня. И он собирает подписи. И другие тоже собирают. Кто хочет, ты можешь это сделать, любой может это сделать. Не какой-то там акула, хищник или что-то, а любой это может сделать, собрать подписи. Если он, этот народ, например, 1 000 000 человек, если там будет специальный вот этот проходной, например, 5 000 ты должен собрать подписи, или 10 000. Он просто чтобы не понимает участвовать. Высшее общество и Да, да, я пытаюсь объяснить. Я собираю... Понял. А вы эти акулы куда денете, которые скажут, мне зачем от твоей бумажки нужны? Вот мне зачем ваши бумажки? Вот эти акул куда вы денете? На первое поры, говорю, первое время акулы? Народ, когда вышел, нет, там все акулы попрятались. Какие все акулы? Вы о чем говорите? Кто с народом считается? Ну какие акулы? Где там акула такая толпа? Народом. Мы хотим свое национальное государство. Подождите, оставьте. Да, не даете досказать, короче. Я иду, или кто-то... 3 конфликтов. Вы о чем говорите? Какие акулы? В том числе и чеченского. Что мне говорить? Кто кого спрашивает? Все делятся, народ раздвигается по нуркам, у каждого своя акула, у каждого маленькая, большая там, и такая-сякая, и народ никто не спрашивает. Кто спрашивал в Чечне народ? Когда? В каком этапе? Никто спрашивает, Подожди, спрашивал, конечно. У нас выборы. Спрашивал, в Масхадова плевались люди. Приходили там, ругались и кричали. Опять-таки управляли перебивайте тему. Мы обсуждаем не Масхадова. Нет, а есть ли в шариате система, или там пустота и вранье? Ничего мы больше не осуждаем. Только что мы выяснили, что в шариате нету никакой системы, потому что он только что опять повторил, что власть достойных родоплеменных людей. Человек, который оказался сильнее, как, например, Саддам Хусейн, или семья вот этих или еще, они вполне могут плевать на твой ислам. Да, народу шариат, а им шариат там не нужен. Они будут и мальчика у них в гаремах будет, и все будет у них, как у халифов было. То есть ты нам рассказываешь про древнюю бандитскую систему и выдаешь эту дулю за какую-то шариатскую систему. Нету в ней никакой системы. Шариат это я вам говорю о том, что сегодня тоже как мы живем. Я вам за это тоже говорю. Сегодня любое арабское государство возьмите демократическое, и кого она что-то выбирает. Никого никто ничего не выбирает. Возьмите любую 22 арабские страны. Тунис, Алжир, Сирию, Египет. Кто кого там выбирает? Слышно, старика-то? Мы ведем с тобой теоретический спор, есть ли в исламе система появления власти. Оказывается, нет. Есть. Посредством Есть. Второму кругу, да, послушай. Скажите, какая система власти? Есть, она называется путем избирания ахлюль-халь валь-акд. Ахлюль-халь – люди положения и договора. Халь – это положение, акд – положение и договора. Подожди, кто власть, которая решает, что эти люди, вот и ты считаешь, человек договора, другой считает, вот эти люди считают, и там у нас будет конфликт. Каждого человека толкает свое племя, определенная толпа людей. Да, то есть нету толкает, и он начинает человеком договор. Да? То есть нету системы. Окей. Как вы себе собирали подписи, те люди тоже собирают ему подписи, что он влиятельный человек их народа. Вот так? Да, ты уже про демократию говоришь. Вот там атеист, коммунист, нет, там элементы есть. Понимаете, смотрите, элементы демократии, инструменты, как говорится, они везде есть. Это не обязательно, это демократия, давайте, это все короче не говорю. В исламе есть ахлюль-халь валь-акд. Если ты даешь человеку свободу выбора, у него есть свобода выбора не выбрать шариат и ислам, а шариат и ислам не могут этого допустить. Понимаешь? Нет, как и в любой системе, демократической в том числе,
вы выбираете в демократической системе определенных кандидатов. Вы же не можете выбрать коммунизм, короче. Опа, мне Может, теперь демократия не конечно, нужна, я может. пойду там Даже шариат голосовать за может. Ленина, короче. Ну, Можем, давайте, как вы можем. можете? Можем, Хорошо, даже как вы шариат. можете это В сделать? Алжире Вот шариат выбирали я демократическим путем. хочу Ты во слушаешь? Франции голосовать за Ленина, короче. За Зюганова Да, такого. можешь, Где, за можешь. кого буду голосовать? Если Ленин Кого буду кандидат, голосовать? ты можешь за него Можно. голосовать. В чем проблема? Ну, опять-таки его пропустила демократическая система, Да, получается. да, на то и Ну вот. демократическое, что каждый, кто собрал количество подписей, будет кандидатом. В чем у тебя проблема? Под Гитлер. Вот в том-то я ему Это говорю, что система. собрать в Подожди. своем количестве народа, Эта если вы станете система, она не касается человеком личности ихнего твоих положения, то убеждений. вас тоже будут выбирать. Да, да, это Ну, это система, она не касается личности, хороший ты, плохой, ислам ты у тебя или что, это не касается, это система, она и начинает, называется власть большинства, демократус, правление народа. Ты утверждаешь, что есть какая-то исламская система появления власти, потому что она, государство образуется при помощи власти. Власть там главное, а не какая-то книжка, где написано, что руку надо отрубить, или это, или фиг, власть не это фиг. что? Это Власть все это болтовня что? написанная. И, Власть реальная. Вот это толкование играет. власти у каждого разное, правильно? Как в исламе появляется власть? Мы слушаем по третьему кругу. Власть в исламе появляется людьми положения и договора. Вот. Каждое племя выдвигает своего человека договора и положения, и они толкают их политику. Вот так выходит по власти. Из них совершается шура, совет. Этот совет выбирает главного, вот так собирается. Кто решает, что вот у нас Это где, получился подожди, это откуда он Ваше взял племя Теслу? решает, ваше племя решает, Какой ваша семья аят, решает. какой хадис? Сущность тариката, это какой хадис? Это где сказано, что из каждого племени надо выдвигать? Ты просто сам придумываешь ислам? Нет, это не сам придумал. Есть такая политика пророка, саллаллаху алейхи вассалям, потому что он в каждом племени выбрал предводителей этого племени и собрал совет. И совет. Он совет выбрал. Он выбрал. Нет, Там, он понимаешь, выбрал из а у тех, нас кого власть это нет. племя поставило. Он Сущность сказал, кто старика. ваш предводитель? Они сказали, это предводитель наш это. Они взял, собрал совет. И все. Сущность Эти старика. люди были договора и положения. Слушаешь то, что ты говоришь. Совет – это рекомендательный орган, поэтому он называется советует, понимаешь? Не он советует, я могу послушать его совета, а могу послать его к черту. То есть совет – это ни при чем. У тебя там есть власть уже, халиф Мухаммед. То есть он собирает кого-то. Кого ему нравится, собрал, кому не нравится, не собрал. Нет, почему кого нравится? Он выбрал из людей. Ну, это так же и можно, власть, и любое государство может так сделать. Это ты выбираешь людей из народа, которые тебе представили, людьми положения и договора. Подожди, парламентский закон обязателен. Это не рекомендательный орган, это не халифский фальшивые советники, которые что-то там болтают. Если парламент принял закон, он обязательно для всех, включая президента и самих же этих парламентариев. То есть это здесь ни при чем. Тебе низам. Тогда делай, это уже называется низам называется. Перестань выходить из исламской системы и рассказывать нам про этот парламент или что-то там. У тебя только что ты сам нам сообщил, что Мухаммед как власть, то есть захвативший власть человек, какой-то себе рекомендательный орган собрал из советников. Все. Это ни к системе, ни к власти никакого отношения не имеет. Мы опять пришли четвертый раз к выводу, что... Мы говорим о начале зарождения власти. Мы зарождение... А как вы хотите зародить власть? Хорошо, вы зарождение какого хотите? У вас все будет прописано, как парламент работает, как совещательное работает, как полиция, вот все расписано, что ли? Это низам называется. Давай, расскажи, вот тогда теперь нам скажи, что в исламе, оказывается, нету зарождения власти. Нету? Ты что сообщил? Зарождение есть, я же говорю, ахлюль халь валь акт. Людьми положения и договоры. Вот это зарождение власти. Шунладу, хэшты, вы все слышите? Вот тут здесь уже 3 года. Да, интересно. 3 года. Если я правильно понял Тесла, он говорит, он опровергает то, что власть шариат достигается саблей. У кого длиннее сабля, тот умирает. Он рассказывает нам про даже целая сура,
В Коране противоречит. называется шура. Совет. То есть этот совет... Да, совет ты это пишешь себе- советует, понимаешь, советует. Ты же А слово парламент что русское. делает? Парламент что Парламент делает? не Хорошо, советует. парламент что делает? Не Парламент советует? Парламент обязательный, это не совет. Что ты Обязывает, совет? что ли, президента? Что он Да, делает, да, парламент? конечно, Конечно, а ты не знаешь, конечно, что ли? ты обязываешь. Да, конечно же, это абсолютный закон парламентский. Исполнительная власть Да. исполняет Ну, эти законы. Это сам Подожди, где у нас высшая парламент власть кого-то к государства. чему-то обязал? Вот Путина обязал, запретил А войну что парламенту. А что ты считается Путин Путина? это Шариатское, что ли? демократическое государство, что ли? Где по демократии посмотреть? Хотел Где бы Путин хотел. обязал парламент? Или Какой Путин обязал парламент? парламент? Это симулятор, Не, диктаторское государство. Путин это как раз и есть шариат. Да, это шариат. Алиса, Путин абсолютно. не шариат, он нигде не признался, что он правит по шариату. Ну хорошо, какой он арабской халиф. стране парламент запретил какое-то что-то делать? Хорошо. Я сказал, Все что в арабские Ислам страны, сказал, что подождите, нету. подождите. парламент. Вы сказали, арабские страны не шариатские страны, правильно? правильно? Они Ты- не ты живут по Сказал шариату. это. Ты Но сказал. где старика, парламент ты сказал. обязал... Сущность старика. Подождите, Ты только что нам вы сейчас рассказывал, сказали. что там диктатуры, и тут же требуешь от нас же про какой-то парламент. Нет там никакого парламента, симуляции там есть. Хорошо, вы пример чего тогда хотите привести? Вот вы Я хотите не чего? хочу, я не хочу, Вы я хотите- утверждаю, что в Вы исламе, в хотите исламских чего-то, странах правильно нет же? Ну никакого, покажите это ваш пример. нет никакого шариатской системы. Значит, у Это нас никогда не шариатская было. система. За Я же вам говорю, есть 1500 лет людей договора. Есть называется шариатская политика. Почитайте книгу какие люди Ибн договора? Таймии. Вот это вы Детский найдете. сад, тебе самому не Сущность. смешно. Какие Сущность. еще люди договора? Сущность. Где они? Где эти люди? Вот Слушай, вашего дело в племени том, кто что- представитель? И подожди, давай я тебе вопрос задам. Где эти люди договора были в ИГИЛе, когда друг с другом там в Сирии вовсю ломили, воевали? Где они были? Ну, вот так. Вот. Они Куда вы бы спрятались? были, и кто-то был в ИГИЛе, кто-то был в этом. Ну И вот, не были получилось согласны. же, да? Потому что мои люди договора не нравятся Кудузу не нравятся люди договора Абазу не нравятся люди. Люди разные. Единственная система между ними достичь какого-то согласия – это ввести систему всеобщего голосования. Или через выборщиков. Другого нет. Хорошо, а кто тогда будет за вас голосовать? Вы сможете принудить, например, акул вашего общества, чтобы они за них голосовали? Кто их принудит? Когда они уже будут на пике Мы власти. сейчас разговариваем про недостатки Войны. нашей системы. Не, я Или понял. выясняем, Мы или говорим, выясняем. мы с вами говорим о разломе государства и становлении Нет, начальных нет, путей. единственное, Разлома. о чем Когда ты все у вас говоришь. разворовано, Нет. разбито и уничтожено. Мы с этого говорим. Нет, мы говорим о том, что Подожди, в исламе Вы хотите Чечню, что ли, нету получить такую систем. на блюдечке, Оставь что ли? Вы же покой, вот это говорите? Чечня не ислам генерирует. А мы сейчас говорим о единственном вопросе. Мы на нем сфокусировались, навели на него микроскоп, увеличили его и спрашиваем, где тут система, по которой появляется власть. Выясняется, что ее нет. Ты раз 5 это уже подтвердил разными Родоплеменная способами. система. И при этом Родоплеменная отрицаешь, что система. она есть. Ну как она Ну, я может же быть? говорю, каждый род, каждое племя толкает своего человека. И Если где это племена, так сказать, происходило? могут объединиться. Где Всеобщие это выборы сказано? за Какой 1500 аят, лет. какой За hadith? 1500 лет существования исламских государств, ислама, например, расскажи мне, где там происходили вот эти самые выборы, о которых ты говоришь. О чем ты рассуждаешь? Сейчас я вам скажу. Когда скончался пророк Мухаммед, мир ему и благословение от Аллаха, пришел человек из племени, определенного племени, да, как его, Бану Саад, кажется, его звали Саад. Другой пришел Убейда из племени другого, как его, Хаваризм, как это племя называлось. Короче, не суть. Они начали выбирать человека под навесом. Посмотрите, история под навесом. Туда пришел Абу-Бакр с Умаром. И тогда Абу-Бакр сказал, возьми такого-то за руку и такого-то возьми за руку. Пусть они выберут себе предводителя. И они сказали, мы не видели никого лучше в нашей жизни, чем Абу-Бакр, и выбрали предводителем Абу-Бакра. Это на место можете посмотреть. Слышишь? Ты нам рассказал, что три человека за весь народ решили, кто будет. Они были предводителями своего, Да, акулы своего народа. Решили, что Абу-Бакр будет. Какой-то Причем Аббас, Худуз. разрешение, кого выбирать. То есть он сказал, возьми за руку. То есть он как власть уже там был. Он решал, кого. И те как бы подтвердили его власть. Где ты там видишь? Тесла,
Это вот ты, например, взял, приводишь меня, своего какого-то Да, и друга, легко, да? скажем, и Приводишь там. выбирайте. Но они были И люди влияния, люди влияния. Абу-Бакр был Мы, человеком да, влияния, выбираем. знающим, Где были отвечавший люди за влияния в суды, за Сирии? другие моменты. Где, Умар знал шариат, он был шариатским судьей, можно сказать, их времени. И те люди были предводители своего времени. А кого, как вы хотите, власть зародить? Где Да. где были в Сирии люди это влияние? Куда они исчезли? В Сирии люди влияния, как его, представляющие свои племена, до сих пор есть. Эту штуку, что ты придумал, что люди влияния сами разберутся между собой, причем они сами же решат, что они есть эти люди Нет. влияния, она не работает, это просто бандитские разборки людей, которые... Нет, народ, например, какая-то семья, например, какой-то тухом выберет своего, там, не знаю, самого образованного, самого умного человека, выставит. Это демократия. Представлять их интересы, свои адвокаты. Подожди, мы еще, вот когда ты рассказываешь эти истории, чем они отличаются от бандитского захвата власти? Ну, я не вижу никаких этих здесь различий. Ну, хорошо, вы в начале, после войны, когда все разворовано, разбито и изнасиловано, вы как хотите? Чтобы люди пошли и заголосовали по бюллетеням, что ли? Все равно же нужна будет какая-то власть, какая-то сила, правильно? Какие-то акулы должны взяться за ум и сказать, вот это, Да, вот эти джунгли надо прекращать. Вот Америка, Правильно же? христианская Америка придет и будет властью. По закону джунглей, ну, да? Вы все равно говорите, что ваше... вот вы мне покажите, как вот прийти к тому, что вы призываете. Вот именно такому табельному, бюллетельному выбору голосований. Как будет? Вот у вас война, Проблема в том, да, все отвечаю друг тебе, друга отвечаю поубивали, тебе. поизнасиловали, и, короче, Отвечаю. тут акулы, там акулы. И давайте, Да, короче, Отвечаю, все в отвечаю. сторонку. Мы будем сейчас выбирать Отвечаю. бюллетенями, да? Ну ты дашь Ну, мне вы... ответить? Отвечаю тебе. Да, Мы рассказываем отвечайте. не какой-то практический рецепт какой-то уничтоженной страны или что там нужно делать, там, и мы не это расскажаем. Мы с тобой про книжки говорим, про теорию говорим. Есть ли в исламе, потому что ты ссылаешься на шариат. А шариат это не какой-то пример какой-то страны, где что-то так. Это не практический рецепт. Ты ссылаешься на шариат. Я тебе и кто тут в наш чате говорят, что в ней нету системы выбора власти или вообще шариат абсолютно не знает, он не вдупляет, откуда появляется власть. Он это не регулирует, не рассматривает и вообще не в курсах. Потому что все время... И не обязывает, да. Да, не обязывает какой-то определенной власти. Да, он не в курсах. верно сказать. Но дело в том, Он что какой-то власть определенной есть. власти не обязывает, да. Да. Но дело в том, что власть есть то, Власть что... просто, знаете, она просто фактор природный просто, природный. Вот как люди есть, власть все равно будет. Неприродный. Вот поэтому как бы... Неприродный. Интересный? Подожди, неприродный. Если у нас христианская банда или коммунистическая банда захватит власть, то они же не будут шариат имплементировать, то автоматически сыпется твоя теория. То есть... Автоматически они же будут над людьми командовать. Если есть люди, будет определенная власть, ты правильно? Ты говоришь сильнее. Ну Ты вот. что написал захват власти, означает, что эта банда была сильнее всех. Что ты им делаешь? Ну, мы же вот это и вам говорим, что определенного обязательства по шариату такой власти тоже нет. Определенно ставится, чтобы закон были, мораль шариата была. А вот определенно, как вы придете к власти, это уже ваша Молодец, наконец-то ты сообщил. Ажал Закаев, кто там еще? Тут ученый у нас, Ахлю Сунда, вам сообщает, что все это никакой власти, никакого выбора, никакой системы в шариате нет. Шариат это просто свод законов, как наказывать, там, как разводиться, и это и все основано на этой религии. Ничего, государство, чтобы создавать государство, ни одного рецепта там нету, потому что главное в государстве это вопрос власти, потому что это деньги, налоги, это человек, самый страшный наркотик. Нету. Нету в шариате. Сообщи им, а то они задолбали этим низамом шариата 2002, еще чем-то, еще третьим. Здесь говорится именно вот этом. Ну, в низаме шариате 2002 написано, что будет монархия. Во главе с монархом Закаевым. Да? Нет, там монарх какой-то строй. Там по шариату. По шариату тоже написано по шариату. Ну, там же какой-то же строй же подписывается, правильно? Там же какой-то строй. Прочесть тебя, Низам 2002.
Ну, просто тогда, кто его писал, просто был, наверное, не в своем, наверное, уме, наверное. Просто он же не может без по шариату. Ну, Ты там правитель, все не в президент. своем Вот, уме. смотрите. Все люди, которые говорят какое-то шариатское, что есть государство, они все, по сути, не в своем уме. Ну, просто, Я не хочу сейчас грубить, я не для этого говорю. А вообще просто говорю, люди топят за то, что они сами не понимают, потому что не существует такой системы. да, я просто... Это если бы я сейчас сел бы и начал говорить, давайте мы будем строить государство по каким-то таможенным вот этим вот рецептам Да, или по каким-то я медицинским понял. рецептам. Просто, Почему он про например, Чечню вот говорит? Почему он про Закаев, Чечню наверное, говорит? все Я не равно понял. он прописал там какую-то систему. Да он не может написать, я правитель по шариату. Ну, какой системы? Выборной, насильной, монархической, там, президентская, парламентская. Он же там не может писать по шариату. Нету, У вас там все парламент, нет, у нас решает, по шариату. там, У вас Дума, там нет, у нас все по решает шариату. Ну, это же Маджлисуль Шура. абсурдно. Там Ну, все Маджлис, решает получается, ну вот Маджлисуль же, Шура. мы же не Ахун написали Хали по валя Али. шариату. И откуда Вот. появляется Маджлисуль Шура, неизвестно. То есть это Это остается... банда, которая захватывает. Ну, Маджи Шура появляется из тех, которые выплыли на поверхность и являются акулами. Начинается по пятому кругу, короче. Не, я вам говорю вот этого. Шура. Подожди, Сейчас я вам Тесла, найду, как бывает Тесла, Маджи Шура. можно Подождите. сказать? Два слова можно сказать? Почему? И сущность Слишком тариката. жаркий у нас. Чуть-чуть давайте сбавим СМС. Да, отбавить сущность тариката. Вот я слушаю вас и не пойму, тебе задают вопросы, ты ссылаешься на Чечню, там парламент, там у вас переворот, шариат, что хочешь там закинуть. А почему ты не хочешь установить шариат в Дагестане примерно? Почему ты это не говоришь? Он не об этом про говорю. это. Я говорю, что в Дагестане будет шариат. Я же не говорю, что... И мы просто сегодня говорим о форме правления. Они тебе за вопрос задают, Тесла, про шариат, а ты закидываешь на сегодняшнюю Чечню, на вчерашнюю Чечню. Просто я не могу услышать точный ответ, как происходит, как становится власть в шариатском государстве. Можно ответ на этот вопрос? Или в его народе. Сущность тариката. Если тебе интересно, наша государственная система, если тебе интересна наша государственная система, то у нас полностью существует конституция, принятая в 1992 году, она в открытом доступе лежит, ты можешь взять и полностью прочитать, как власть выбирается, как вообще институты государства выбираются, как они контролируют власть, как они работают, полностью все там прописано. И тебе не надо вот сейчас на ходу из пальца вот так высасывать, придумывать, а мы вот так будем, а мы кого-то выдвинем, а мы это сделаем. У нас все прописано, это лежит. Мы уже по этой системе с 91 по 4 год, пока русские к нам не вторглись, у нас просуществовало это государство. Потом второй раз выбрали власть, выбрали парламент после того, как русские ушли. Потом вот эти начались вот эта вот хрень всякая, шариатка, не шариаты, тупняк, по которому вообще не работает. И вот нас привели через вот этот Тарамахи, Чабанмахи, через Дагестан, лишили нас этого государства сегодня. Ну, я сегодня говорю, есть какая-то сила, которая будет, например, убивать Закаева у вас там, за то, что он не будет следовать 92-му году. Есть какая-то сила, которая всех приструнит, короче. Вот момент. Вот это самый же основной. Если такого момента нет, то это просто туалетная бумага. Да, никто никого это убивать не собирается. Наверное, это бумага. Как наша не ваша 92-го Конституция потерется и выкинет. Что-то за ним. Да, никто никого... Ты упускаешь один нюанс, очень такой существенный, главный нюанс. То есть у нас есть народ. Никто никого убивать не будет. Если народ скажет, например, Закаев, нет, Закаев, то, что ты нам предлагаешь, мы не согласны, мы этого не хотим. Все, Закаев мирно, спокойно уйдет себе на пенсию. Он выйдет на площадь. Да, выйдет на площадь. Сегодня в Грузии вышли на площадь. А в других странах люди выходят на площадь, когда они не согласны со своей властью. Ну, хорошо. Называется. Ну вот Масхадова же, выходя на площадь, же никто ни в чем не убедил.
правильно? Когда вы Под ходили на ногами Ленина, площадь? помните, вот Нет, митинги когда были? выходили мы Вот на когда под площадь? ногами Ленина Родион, ты было. попадаешь Под ногами Ленина, митинги, под ногами обсуждайте Ленина. Под какими практически. ногами Ленина? Я не могу понять. Вы Ленина снесли, там остались его только ботинки. В каком Помните, вот там у году? вас митинги были? В каком году? 90-е. В 90-е правление 90-м году Масхадова. мы провозгласили свое государство, провозгласили декларацию Да, независимости потом была Чеченской война, Республики потом Чечен. пришел Масхадов. Это сделал народ. Потом были митинги Правильно, Шамиля Басаева правильно. и Салмана Радуева, Попадает которых они организовывали Тихо, под ногами Салуш, Ленина. тихо, Салуш, объясните просто, как Вы это не было. даете, вы вмешиваетесь. Я помню, я вам говорю, какое-то правление Масхадова Шамиль Сущность Басаев и тариката, Салман Радуев сущность выводили людей тариката. на митинги, правильно? Тесла, подожди, не спеши. Понятно, что мы шариатская, но нам нужно еще, вот он просто не в курсе, как, что у нас. У нас все по закону, как по международному праву, полностью в соответствии со всем. Народ провел 3 конгресса чеченского народа. На этих 3 конгрессах чеченского народа приняли декларацию о суверенитете. Потом по закону, тогда Завгаев был вот этот у нас во власти, он это объявил полностью, озвучил этот суверенитет. И вот так вот, таким образом мы сформировали свое государство, когда русские, украинцы, белорусы развалили этот Советский Союз якобы. И на этот период мы образовались как государство. И Дудаев обращался и к дагестанцам: давайте вот сейчас возможность будем, вы тоже провозглашаете суверенное государство, у вас же есть возможность. Дагестанцы не решились. Ингушам сказали, ингуши тоже не решились. Более того, ингуши отделились от Чечено-Ингушской республики и вошли в состав Российской Федерации. Потом кабардино-балкарцы тоже не решились, осетины тоже никто не решился. И мы сами вот так вот остались как бы, ну, как бы отдельным государством. А потом уже русские, после того, как в 93-м году у себя приняли конституцию, после нас, мы еще в 92-м приняли свою конституцию, они одностороннем порядке вписали нас, ничего не спрашивая, потому что чеченцы вообще в этих не участвовали, как она Ибрем, называется. добавь, что Чеченская Республика Чечня вышла из Советского Союза, надо тоже не забывать и напоминать все время. Да, на статусе союзной республики вышла из Советского Союза. И ну, полностью, как и подобает, мы вот так определились, народ проголосовал, за выборы были, выбрали президента, выбрали парламент. И до 94 года, несмотря на все провокации, там всякие вот эти были люди, Автурханов, Гантемиров, какие-то вот эти подрусские, прорусские. Несмотря на это, несмотря на то, что на ингушей натравили осетин, и нас попытались туда втянуть. И вот это все как бы через все эти невзгоды проходя нормально просуществовали. В итоге с 3 сторон на Чеченскую республику напали с танками, с самолетами, под видом каких-то оппозиционеров, там Лабазанов, Гантемиров, Автурханов, вот эти вот 3 подрусских сапога. С ними приходит русская армия полностью, с военбилетами, самолетами, начинает бомбить нашу республику. И потом нагло русские объявляют: ты просто не знаешь эти моменты. И мы сами под этими бомбами, под их этим всем, под всем этим сидели, мы, понимаешь, наших близких вот так убивали. И потом в наглую всему миру русские объявляют, что чеченцы между собой, банды, короче, не могут там что-то поделить. Я знаю. В Да, курсе и я. мы Мой вот, дедуля там воевал, как да, дедушкин брат. и всем, короче, предлагают сложить оружие. Понимаешь, что до того наглость. Ты сидишь у себя дома, в своем государстве, по закону создал все, сформировал, но они тебя вот так вот не оставляют. И вот так вот началась эта вторая. Это называется политическая гравитация. Вы просто были маленькой такой окой, сказать, машиной, да, они были большим самосвалом. И Да, когда да, вот проехали, и вот они эта влияли война, на она мир, и мир лицемерил. Да, мир 2 года лицемерил, длилась. сдавал вас, продавал вас за них. 2 года длилось, потом сделали вот эту операцию под кодовым названием «Джихад», потом в Грозном, в этом Гудурмесе, там, Оргуне провели. И полностью принудили их, там, Лебедь, помнишь, Хасаюш приехал, подписали это соглашение Хасаюшевское на 5 лет, типа, перемирия. Потом вот так вышли, потом в Москве там 7, ну, короче, в мае месяце
в 97 году Масхадов поехал и приняли межгосударственный договор о мире, да, там между Российской Федерацией и Чеченской Республикой, Ичкерия, два президента, Да, Ельцин потом... это где-то 2000-х годов, кажется, Да, 2007 кажется, Ельцин урегулирование потом, вопроса. не, 97-й. Ельцин потом сам озвучил, что 400-летнее противостояние, оно как бы ему пришел к завершению. Отныне мы будем решать все мирным путем. Вот нас полностью обвели вокруг пальца. А потом начались вот эти шариатские движения всякие, понимаешь? Вот это в Дагестане, который Дагестан, Багаудин, да. приезжает туда, Степашин, директор ФСБ, нормально благословляет Карамахи, Чабанмахи, и туда затягивают Шамиля Басаева, возглавит Конгресс народов Чечни и Дагестана. Дагестанцам вообще нафиг не нужно никакой ни Конгресс, ничего там. Туда на Карамахи, Чабанмахи нападают, чеченцы идут помогать, дагестанцы с винтовками против них уходят. То есть вот это бардак есть из-за вот этих Ну, я в шариатских курсе был. всяких движений. Да, ну вот так вот это было. Не, ну опять-таки это сделали выходцы, опять-таки, демократии в 92 года. Вот так же получается. Причем Просто вы демократия помните, вот эти... 92 года, дорогой ты мой, причем тут демократия 92 года, когда окончилась Не, русская война, погоди, я тебе скажу, откуда все это начало приходить к нам. В Ленинграде, Санкт-Петербурге, Москве книжные издательства массово печатали религиозную литературу, которая приходила к нам из Москвы и Санкт-Петербурга. Таким образом, наш народ радикализировали. Потом Из Дагестан мы закинули. об шариате, наш народ об шариате, о таком понятии, как шариат, там, шариатские суды узнали после окончания Первой русско-чеченской войны. Мы уж тогда это знали, начали понимать, что это такое. Тогда у нас появились какие-то ваххабисты, тогда у нас появились русские агенты национальности чеченцы, тот же старший Кадыров, та же самая контора. То есть демократия наша была нормальная. Но если нас оставили бы в покое, русские именно, мы бы сегодня существовали в своем государстве, в демократическом государстве. Нам не нужна никакая исламская государство, шариатская. да, Вот я понял. откуда все шло. Понял. И были еще вот во время Асхадова были от зависти, наверное, митинги у Ленина, помните? Многие Ленина так Подожди, Я чали. не знаю, там о каком не Ленине было. ты, свободи, Именно я не во У знаю, о вас время- на каком-то Ленине площади ты был говоришь. Ленин. У вас на Погоди, площади после был Первой Ленин. русско-чеченской войны город Грозен, он развален. О какой площади ты говоришь? Я не могу понять. Тем более Не, он Ленина. он чуть-чуть Где вот путает. Ленин стоял, Сущность, Ленина снесли, ноги остались, ботинки. сущность старика-то ты Опять он за путаешь. свое. Это еще в 91-2 году Ленина. Нет, оттуда. это на Масхадова Ну, делали митинг, недовольные масхадовской подожди, политикой. я два Нет, слова. это не было Я при Масхадове. Про Ленина аул расскажи нам, Калинин аул расскажи нам. Сэм, погоди, от него Ленин, Калина. Дайте поговорить с Ленина человеком. снесли, площадь Ленина была перед этим, вот, не знаю, ее русские разбомбили. Масхадов делал против Масхадова митинг Басаев и Салман Было, это Радуев. первый раз, Туда люди ходили на митинг. Помните? Кто-то тебе наплел полнейшую чушь. Ленина Да, еще да. в начале этого дела, в 91 году, его краном оттуда убрали с площади Ленина. Я там в библиотеку все да. время ходил. Ботинки Никакого остались. отношения о Масхадове, даже о его существовании никто на тот момент не знал. Он в российской Понял. армии был. Тогда выбрали Масхадова, Басаев и Салман Радуев делали митинги. Они были основные оппоненты во власти. Помните, их не выбрали? Никаких Масхадова не выбрали. было. Подождите. Митинги были вот эти бессрочные. Их устроил Идигов и Радуев. Они устраивали эти митинги, как бы. Мы тут историю Чечни разбираем, или что есть шариат. Да, ну теперь смотри, по истории, по чеченской истории мы пробежались как бы, да, вот как у нас выборы, что у нас, какая у нас конституция. У нас конституция по сей день записано все, как и надо, как и подобает, там отлично принято. Если надо, мы всем народам сделаем референдум и что-то изменим там. Ну, тут вопрос не в этом, просто вот наших людей, наших соотечественников, их оболванили. Им говорят, что есть какая-то шариатская система, которая вообще это благо, это оно, если ее установить, шариатское какое-то исламское государство, то все будет по кайфу, там все будут жить мирно, короче, и приятно, короче, там, я не знаю, ходить друг к другу в гости, там,
почти ангельская такая ситуация, там уже крылья вырастут, как у ангелов, будет свет, нимб над головой. Но дело в том, что нету такой системы. Мы хотим просто понять и своим соотечественникам объяснить, что нету такой системы, нету вообще ни в Коране, ни в Сунне, нигде нету, чтобы какое-то исламское государство. Тогда государство вообще другая была система вообще в этом мире. Тогда не было ни государств, тогда жили там, я не знаю, бандами какими-то группами люди, где жили, Функции там, где государства другие обитали. делало, да. И функции государства другие были тоже, да. Да, Согласен. поэтому нету такой системы. Вот сегодня самое, что мир, что во всем мире, это несовершенно, это однозначно, но то, что в мире сейчас лучшее на сегодняшний день придумали, это демократия. То есть, когда народ, большинство, они могут неправильно выбор сделать, это понятно, они могут, короче, провалить эти выборы, могут какого-то даже шариатчика привести, который станет диктатором, и потом все это государство развалит. Да, такие опасения тоже есть. Но другой системы нету. Если есть, пожалуйста, в студию. Вот в мире цивилизованные везде страны, они именно на этой системе, другую пока никто не придумал. А шариатская какая-то система, это как, я не знаю, какой-то шариатский мотоцикл сделать или шариатскую Системы, вот как трактор. системы, вы подчеркнули, да, как системы нет, потому что если брать шариат, он идет испокон веков, когда государство как сущность, как институт вообще совсем другие цели выполняло, не то, что сегодня. Да, в этот момент тоже стоит подчеркнуть. Потому что, например, 100 лет назад государство выполняло определенную функцию, правильно? Еще 200 лет назад совсем другую. И вот так до конца, если обращаться назад, то мы увидим, что государства были в самом начале такими превентивными, да, такими организациями, которыми мы сегодня даже не назвали бы даже акционерным обществом. Мы их даже не смогли бы так назвать. Но в то время это было государство. Да, это и идя испокон веков, да, он определенную систему не выработал или выработал в каждом месте свою, но никакую из этих систем он не обязал к применению. Вот в этом как бы в случае вы правы, да. Но Потому что мы, идя видишь, с тобой, через мы с тобой, 400 лет веков, определенные ви- например, моменты, да, вот в этом вы правы, да, потому что мы государства с были совсем тобой, разными. мы с тобой, видел, вначале пробежались, чтобы понять, есть вообще в мире, представь, там веками стоят вот эти королевства арабские, у них есть опыт, они все, весь ислам нам оттуда идет, мы вообще дебилы в плане ислама перед ними, вообще нифига, не кфурычим, это их язык материнский, это все ихнее. Поэтому мы с тобой пробежались, как бы экскурсию сделали, посмотреть, есть ли там что-нибудь подобное. Оказалось, что у них Ибраим, нету нифига. а как насчет Афганистана? Мы почему-то о нем забываем все Это время. тоже, мы с ним тоже по Афганистану прошлись, там тоже неправильно. А, там тоже неправильно. Ну, тогда я не знаю. И почему у нас он должен быть правильным? Ну вот Мы это имеется в виду, интересно. мы, Мы не знаете, мы как арабы, люди, которые мы никогда не наш не язык, были. арабский не наш материнский язык, мы вообще не ислам, ничего у нас с этим нету, да, там исторически где-то там Дербенты, да, там были где-то арабские там вот эти, ну, короче, завоеватели. У нас нету вообще с ними никакой ни понятия, никаких шейхов, никаких алимов. Они там сами между собой их выбирают. Но нам навязали почему-то, что мы сможем построить какое-то шариатское систему, по шариатской системе какое-то супер государство, которое весь исламский мир не может по сей день построить. Мы почему-то вот его построим. Будем экспериментировать на наших людях, там где-то под русней еще бултыхаться, которая нас мочит. И будем это все экспериментировать. То, чего мы сейчас здесь видим, не знаем, на ходу мы придумываем. А мы выдвинем кого-то из села нашего, из какого-то Тухума выдвинем там туда-сюда. Никого нету такой. Если была бы, мы бы познакомились бы и посмотрели. Ага, есть тут перспектива? Нет. Или посмотрели бы на каком-то этих мусульманских вот этих территориях, на их страну. Ага, вот это вот, смотрите, эти установили, значит, это работает. Ну, нету такого нигде. Да, да, в этом плане вы правы, да.
Ничего не Не, скажешь. мы как, Нету смотри, мы определенного, как, да, нету да, говори. определенного то, что обязательства, вот так должно быть, и нет определенной модели, потому что испокон веков разные функции выполняло государство. Это вы правы, с этой Есть, стороны, да, не есть поспоришь. Но модель, мы-то есть. сегодня живем в 21 веке. Соответственно, мы понимаем, в каком во времени мы живем, и, соответственно, понимая, как сегодня мир устроен и как он развивается. И мы сегодня, как адекватные люди, видим, где какая система государственная работает и процветает. А на Западе это демократическая основа государств. Они процветают, они развиваются, хорошо живут, и почему-то все мусульмане стремятся на этот Запад. Ты не можешь сказать, что это не так. И также мы видим вот этот Восток, Азию, где вот есть какие-то исламские государства, на примере того же самого Афганистана, и мы видим, как этот Афганистан представит, а там они провозгласили исламское государство, исламские ценности, идеологии, понимаешь? То есть мы не можем сегодня на это закрыть глаза. Знаете, они провозгласят с пониманием афганского народа, его психологии, Не, его вот Ну в этом, вот, вот в этом манипуляции. В этом манипуляции, ты знаешь, на что похоже получается? Я аналогию приведу тебе. Вот фашизм, он якобы нормальный, но сами фашисты были неправильные. Это так у тебя получается. То есть, если они провозгласили ислам, то есть исламская идеология, исламские ценности со своими шариатами, шариатскими законами, и почему-то афганцы оказываются какие-то неправильные. Это так не работает. Есть идеология. Эта идеология в Афганистане создала вот такие условия, что вот такие афганцы такими стали. Афганцы если мы вернемся назад в прошлое, была прекрасная светским государством. То есть это о чем говорит? Что этот народ прекрасно может жить под этими светскими своими законами. Но когда к ним пришло это средневековье исламское, вот во что сегодня афганский народ превратился. Мы вот об этом говорим. Нет, И то же самое нам сегодня им предлагают. Якобы под каким-то чеченским, шариатским, под какими-то чеченскими понятиями исламских ценностей мы какое-то себе божественное государство. Это не так, не работает. Есть идеология, система исламских ценностей, которую мы сегодня видим в мире, нигде не работает. Также мы видим другую систему, которая сегодня работает. Я как адекватный человек предлагаю своему народу ту систему, которая сегодня есть в мире, которая сегодня работает, и где люди живут богато, счастливо, комфортно. Где я не прав? Ты можешь объяснить? Я вас выслушал, я вас понял. Сущность старика, почему-то никто вот не хочет поехать примерно, взять этот ислам в Афганистане, в арабских каких-то странах, где это есть, это шариат. Никто не хочет туда поехать, на поселение там жить. Но почему-то всех вот этот Афганистан притащить в Чечню. Вот какой там? Изум это все. Я хотел поехать в Саудовскую Аравию, я там жил 8 лет, но мне не давали пропуск. Мы по фактам говорим, СМ. По факту, по факту. Мы по фактам говорим. Ты как бы... Надо такой момент, просто люди хотят жить, как сказать, шариатчики, да, ваши, они хотят жить в системе морально-культурных, этических, религиозных ценностей, соответствующей исламу. И все. Остальное, как у вас будет строй там, будете вы выбирать своего правителя, президента, или будет у вас султан, наверное, думаю, вашему народу как-то пофиг. В том-то и проблема. Нам предлагают кота в мешке. Я опять же тебе говорю, нету в шариатской системе такого случая, чтобы народ что-то выбирал. Там в исламских системе народ не выбирает, народ там никто. Тебе сказали, ты делай. Выбирает какая-то группа людей, скажем, муллы какие-то, или какой-то эмир будет там у тебя во главе сидеть и над тобой командовать. И этого эмира, согласно исламской идеологии, ты не можешь просто сказать ему «уходи».